Hayırlı kech barıgızga saatda gel 18:00 hem biz başlayız. Tak, kimler meni mında? Aydagiz bir-birimizni salamlab oldik. Barıgızda kira oldimi? Meni eshitasizmi, meni ko'rasizmi? Traditsiya bo'yicha so'rayman-da, shunday bir-ikki so'rovlar endi. Так, добрый вечер. Время 18:00, и мы начинаем. Все ли смогли пройти по ссылке? Кто меня сейчас смотрит? Давайте поприветствуем друг дружку. Кнерман, да? Мне показывает то, что только один зритель. Почему-то. Сейчас попробую обновить. Угу. Хей-хей, команда! Я прям сегодня подробно подготовила получается, будущему времени глагола. Поэтому давайте поактивнее, пожалуйста, кто здесь? Напишите, пожалуйста. Все ли смогли зайти по ссылке? Угу. Так, сейчас посмотрю-ка. Я же все правильно отправила. Так. Значит, вот. Укью. Вот, наконец-то. Регина Исянова сіз. Мен сізді шынды шатмын көрерге. Точнее, ишітірге деп тұрып. Ну, көрерге болайын дейі. Так. Таң кімдер мында? Әйді зәкінлік башлап жіберебіз анасын, ема? Вақытыбыз бек қысан. Время у нас очень такое сжатое, к сожалению. Надо все успеть. А тема обширная. Вот. Так, хорошо, я тогда начинаю. Остальные присоединяться. Так. Вот последние дни вообще только вы мне и дарите улыбку. Мои ученики, вот реально. Как-то у меня все слишком много всего моей, что-то стало в жизни. Вот. А вы мне дарите прям какое-то удовольствие. Так. Вообще хотела я все повторить. Смотрите, не бойтесь названия хикая фигаль. Вообще глаголы у нас делятся просто повелительное наклонение, изъявительное наклонение, вот это все. Вот как раз-таки глагол изъявительное наклонение, который вот имеет все формы, получается, времен, а на него больше всего ориентируется, поэтому, ну, как бы сказать, это основной глагол, главенствующий, можно так сказать, если вот таким простым языком. Вот. Ол татарша біздің хикая фиғыл деп аталады. Һәм сізге мына мындай форма, ну, таблица формасында аның бүтін заман формаларын қабатлап кетмекші. То есть остановиться хотела в форме таблицы на все виды времен, а их всего 3, вы все знаете, да, ведь? То есть мы все, сейчас уже мы близимся к концу курса. Я хочу, чтобы у вас было четкое понимание уже, какое время, как образуется, и ну, мы уже прошли с вами, в принципе, эти времена, но я все-таки хочу, чтобы у вас складывалось общее такое понятие, чтобы вы разбирались в этих временах и не путались. Вот, то есть я максимально старалась сделать это более такой упрощенной, более облегченной форме, чтобы вам было все понятно. Понятно, да? Так, давайте повторим. Мы знаем то, что есть 3 времени в татарском языке. Татар тілінде 3 заман бар имя біздің фиғілнің. Ол өткен заман хикая фиғіл, хәзіргі заман, келешек заман. То есть у нас прошедшее время, өткен заман, хәзіргі это настоящее, келешек это будущее. Давайте начнем с прошлого. Мы знаем то, что есть 2 вида у нас получается. У прошедшего времени это определенное и неопределенное, да? Потом хазирге заман, и это тоже, в принципе, у него есть определенное, неопределенное, но оно как бы употребляется больше всего определенное. Понятно, да?
Так вот, и у киляшак замахи кефиваль есть тоже определенное неопределенное время. Я сейчас вам это все подробно расскажу и подскажу, объясню. Так, теперь смотрите, тоже обратите в глазком внимание, я все эти слайды вам перешлю в группу, чтобы они у вас были перед глазами тоже, чтобы повторять удобно было. Вот, имеет категории времени. Вот в настоящее время у нас хазырга заман, да, это получается, но оно четкое, то есть там нету определенных каких-то, но оно в настоящее время ничем не отличается, то есть он не разделяется на какие-то там подкатегории. Будущее время– это килячек заман. У него есть будущее определенное время, будущее неопределенное время. Прошедшее время– это прошедшее определенное время, прошедшее неопределенное время. Ребят, просто запомните, точное и неточное получается. Вот. И возвращаясь к предыдущему слайду, да, вот смотрите, Уткен заман хикая фигель, это вот, смотрите, если действие происходило четко, точно, да, вот вы конкретно видели вот это, да, получается, вы добавляете окончание д, д, т, т. Вот. А, то есть вы были свидетелем этого события, вы уверены, что это действие произошло, да, то добавляйте окончание д, д, т, т. Если же вы не уверены, или это, ну, как бы сказать, ну, я же вам объясняла, что это как сплетни получается. Альбина исәнмесез, мен сезне тоже мин дә сезне бик шат күрергә. Шулай ук. Так, и вот у нас есть, например, вы не уверены, то, что это было как бы по правде, да, то есть по сплетням, по рассказам, то уже употребляйте ганген, ханкен. То есть ышты, о өлгерді, ышқан, өлгерген, укыды, эшләді, укыган, эшләгән. Ну, это мы все помним. Хазыргы заман это тоже вот и. То есть ыша, өлгерә, укый, эшли. В зависимости, на какой звук оканчивается слово, такое окончание добавляется. Вот и мы теперь приступаем уже к килячек замахи кеофиголь. Я же говорила то, что есть определенное и неопределенное. Сейчас я вам поподробнее это все объясню. Смотрите, будущее определенное время глагола. То есть бельгеле, килячек, заман, кеофиголь. Будущее определенное время глагола образуется посредством присоединения к основе аффиксов, то есть окончаний. Это ачак, эчек. Если основа оканчивается на согласный тартык ауазайме, язачак напишет, будет писать, китячек уйдет, будет уходить. И ячак, если снова оканчивается на гласный, на сузых аваз. Укыячак прочитает, будет читать, эшлиячак сделает, будет делать. То есть тут никаких каких-то сложностей нет. То есть это четкое, грубо говоря, запомните, точное, четкое будущее время. Также оно спрягается по лицам. В единственном числе это будет мин, я за чахман. Опять-таки, видите, прям тут разделено, да, вот получается, вот я сейчас стрелкой укажу, да, яс. То есть это получается повелительная форма, да. Мы знаем то, что основа всегда у нас повелительная форма глагола, буйрык фигаль. Дальше, к нему потом добавляется ачак, то есть окончание я за чах. Мы же всегда отталкиваемся, он что-то будет, ул язачак, а потом уже добавляем язачак мэн. То есть я напишу, буду писать. Так, мин килящак мэн, то есть это уже мягкая форма. Я приду, буду приходить. Дальше, множественное число. Без язачак без мы напишем, без килящак без мы придем. Дальше. Син язачаксын, ты напишешь, будешь писать. Килящаксын, ты придешь, будешь приходить. Язачаксыз, вы напишите, будете писать. Килящаксыз, вы придете, будете приходить. Язачак, он напишет, будет писать. Килячак, он придет, будет приходить. Язачаклар они напишут, или просто язачак. Можно тоже употребить без лар-лер. Килящаклер, они придут, будут приходить. То есть это понятно, да? То есть тут каких-то замудренных окончаний нет. Это ачак-ачак, ячак-ячак. Еще раз повторяю, если на согласную, то начинается на буковку А. Я же вам уже говорила, маслица не хватает, да ведь заправки? Вот. А если на гласную, то там уже ничего не требуется, поэтому на Я. А вы знаете то, что Я у нас является согласной. Ну, она состоит из двух звуков, вы знаете, да? И кратко, и в зависимости от ситуации. Вот. Это понятно? Мансам ваша лама?
Yazıp жіберіңіз, пожалуйста. Прямо аңлашылса, мен алып выбрам. Так, это было у нас определенное, то есть оно определено. Будущее определено. Понятно, да? Сейчас я вам еще скажу, в чем же различие определенного времени и неопределенного времени. Так, дальше. В татарском языке существует два будущих времени. Определенное и неопределенное. Однако определенное будущее время, когда речь идет о тех событиях, которые должны произойти наверняка. В основном используется в официальной лексике. То есть чаще всего в разговорном же языке, как правило, употребляют неопределенное будущее время. То есть когда события могут произойти, а могут и не произойти. Понятно, да? То есть чаще всего в разговорном употреблять все-таки неопределенное время. Но вы все-таки должны знать и определенное. Поэтому я вам два времени тоже, два вида времени даю. Понятно, да? Неопределенное будущее время, на первый взгляд, образуется в татарском языке достаточно просто. В конце глагола добавляется буква «р». Однако глагол здесь делится на три группы. Простое добавление одной буквы «р» справедливо в отношении лишь той группы глаголов, повелительное наклонение которых оканчивается на гласную букву. То есть, если слово оканчивается на гласную букву, добавляется просто буковка «р». Понятно, да? То есть, например, «эшлер» будет работать, а может и не будет работать. Понятно, да? То есть, это у нас неопределенное время. «Делай» будет делать, «ойлар», например, «думай» будет думать. Понятно, да? Так, еще раз подытожим. Если на гласную, тогда просто буковка «р». «Р». Понятно, да? Дальше. Для глаголов, которые в повелительном наклонении заканчиваются на согласную, добавляется суффикс «р» или «ер», то есть в зависимости от твердости и мягкости слова. То есть, например, если слово, глагол в повелительном наклонении оканчивается на согласную, добавляется «ер». «Бирер», то есть «отдаст», «алыр» возьмет. Понятно, да? Но если глагол имеет один слог, в корне только одногласное, и не заканчивается на «л», «р» и краткую, мы добавляем окончание «ар», «р». То есть у нас есть такие слова, которые у нас состоят только из одного слога. То есть «эшер», например, будет пить, откроет «ашер» или «эшер». Это понятно? Теперь я разложила, вам стало понятно. В принципе, еще раз говорю, ничего сложного нет. Возвращаюсь. Если на гласную, то буковка «р». Если на согласную «р», «р». Если на, то есть слово, которое состоит из одного слога, то есть, это так, есть такие слова, вы их знаете уже, и не заканчивается на «л», «р» и краткую, то будет «р» и получается «ар». Аңлашыл, да? И, кстати, неопределенная форма глагола образуется по этим же правилам. Просто к суффиксам «р», «р», «ар», «р» добавляется частица «га». То есть, смотрите, бир, отдай, отдаст, отдавать это бирер. И бирерге, нишлерге. То есть, смотрите, что делать, что... вы же знаете то, что определенная форма глагола есть и неопределенная. Соответственно, если вы по тем или иным причинам знаете глагол в неопределенной форме, то для образования будущего времени вам будет достаточно просто убрать частицу «гаге». Бирерге, бирерге, да, ведь получается шлерге, шлерге. Отдавать будет отдавать, работать будет работать. Аңладыңыз? Так, это понятно вам? Так, дальше поехали. Дальше. Не забываем о том, что глагол еще необходимо уметь спрягать по личным местоимениям. Да? Здесь за точку отправления лучше взять местоимение «ул», то есть «он», «она», который мы уже научились с вами спрягать. Именно от него образуются все другие спрягательные формы неопределенного будущего времени. Глагола «бирер» плюс «мен», «бирер», «мен». «Дам», «отдам», бирерсен, дашь, отдашь и так далее. Все это наглядно видно из таблиц, которые необходимо будет либо попытаться заучить, либо понять принцип образования спряжения. То есть, смотрите, мин, алр, ман. Вы видите буковка L. Смотрите, слово ал из одного слога, но мы видим, что оно на буковку L. Поэтому будет окончание р.
алырмын. Да? Ойла оканчивается на А, поэтому буковка Р добавляется. Уйлармын. Так, мин бирермен, то есть получается опять-таки бир на Р заканчивается, поэтому будет бирер. Эшлермен. Син алырсың, уйларсың, бирерсің, эшлерсің. Ул алыр, уйлар, бирер, эшләр. Без алырбыз, уйларбыз, бирербез, эшләрбез. Сез алырсыз, уйларсыз, бирерсіз, эшләрсез. Алар, алырлар, бирерлер, эшләрлер. Anladınız? То есть тут, в принципе, никаких таких замудренностей нет. Просто вам нужно понять, то, что глаголы бывают 3 видов, и соответствующее окончание добавлять еще. И получается, что я хотела сказать. Так, это понятно, да? Угу. Anlaşıldı mı? Anlaşılsa алға барабыз. Так, ребят, я эти слайды все заскриню, отправлю. Вчера я не знаю, что было с Инстаграмом и с Ватсапом, да и вообще всем интернетом, я ничего не могла загрузить. Поэтому извините, что так поздно, сегодня только утром получилось отправить. Вот, оказывается, по всей России это так. Так, уже в группу писали. Вот. Anlaşıldı mı? Так, вы что там, спите? Так, Алгатова. Теперь прояснилось? Так, теперь попробуйте, смотрите, просто мин. Не надо все личные вот эти, ладно? Просто в будущем времени я что-то сделаю из этого списка. Давайте сделаем так. Я вам сейчас в комментариях напишу это, да, и открою правило, чтобы у вас было перед глазами, хорошо? Так, сейчас, 5 секунд. Ну, вы запомнили, да, первую буковку «Р», если получается на гласную. Давайте первое слово. Эшле. Возможно, слова могут повторяться, поэтому вам... Что такое? Извините. Так. Угу. Да. Хазер я напишу. Эшле. Угу. Только в конце не «м», а просто «эшлермен». Яме? Угу. То есть у вас в будущее время «эшлер». Следующее слово «кит». Бар. Ага. И тот. Держи. Давайте попробуйте приспрягать. Кит. Китермен. Да, правильно. Угу. Не сложно же. Ауыр түгел бе? Угу. Барармын. Я. Барырмын только, яме? Нет. Барырмын только, яме? Барырмын, потому что буковка «р». Видите, если глагол имеет один слог, но не заканчивается на «л», «р» и краткую, а бар заканчивается на «р». Поэтому он заканчивается на согласный, добавляется суффикс «р». Ага, барырмын. Да. Татармын. Әйе. Әйе, дөрес, дөрес, дөрес. Да, ну и так далее, да, то есть барырсың и так далее и тому подобное. Остальные вы уже знаете. Это уж мы не будем 100-500 раз. Мне главное, чтобы вы поняли весь принцип. Да, син эшлерсен,
Син кетерсин. Ага. Да, да, да. Мгм. То есть вот тот. Мгм. Татарман и так далее, да? Все, понятно, да? Так, все. Ребят, дорогие мои, все понятно с глаголом будущего времени, с определенной и неопределенной формой? Все понятно? Anlaşılsa мен ikinci темаға көшем. Так, теперь аффикс притяжательности наханеке. Следующая тема у нас. Так, наряду с известным вам аффиксом притяжательности нан, слово отвечает на вопрос чей. В татарском языке есть еще аффикс наханеке. Угу. Хорошо, я очень рада. Так, смотрите, соответственно, личные местоимения, выражающие притяжательность, имеют две формы. Минем, минике, безнем, безнике. То есть, помимо вот этого минем, может еще минике быть. Безнем, безнике. Синең, синеке, сезнең, сезнеке, аның, аныкі, аларның, аларныкі. То есть, это тоже есть такой вариант. Этот аффикс употребляется и с некоторыми другими местоимениями. Кемнен, кемнеке, например, чей, да, вот, например, вы можете двумя способами говорить. Уземнен, уземнеке. А также существительных. Кызның, кызныкы, әнинеке, Альбинаныкі, Регинаныкі, аңладыңыз? Диләрәнеке, укытучыныкы. Вот это все вы можете употреблять. То есть вы можете сказать укытучының китабы, укытучыныкы. Аңладыңыз? Бу китап укытучыныкы, можно сказать. Бу китап укытучының, можете сказать. То есть это книга учителя, это, в двух видах, можете сказать. Так, после ныкы могут стать еще и другие аффиксы существительных. Миникелер, кызныкылар. Вот, например, моя мама всегда говорит, это мои дети, например, это мои. Булар миникелер, это мои, например. Аңладыңыз? Булар миникелер. То есть говорится о том, что что-то много и это твое. Кызныкылар, например, это косметика кызныкы. Вот это, например, или дуслар, меня был дуслар кызныкылар. Это друзья моей дочери, допустим. Понятно, да? Кызныкылардан. То есть это можете, видите, как паровозиком. От девочкиных, например. Понятно, да? То есть у нас как вагончик прицепляются окончания. Угу. И слова с «ның» ставят всегда перед существительным, который относится. Например, аның кызның каләме яңа, бу минем кашыгым. Слова с «ныкы» употребляются, когда существительное после слова «нет». Аның бармагы ызын, минеке кыска. Бу кемнеке, аларныкы. Бу кемнең шалбары, минеке. Бу шалбар минеке. Бу минем шалбарым. Понятно, да, когда употребляется чего где? То есть немножечко порядок слов меняется, когда вот такие как бы притяжательности употребляются, такой вид притяжательности. Аңлашыл, да? Так, теперь, если вам все понятно, попробуйте, пожалуйста, перевести, что здесь написано. Напишите, пожалуйста, перевод. Татарша тәржімесі нешегірек болар екен. Теге шәнешке, азатныкы шәнешке, если кто не понял, это вилка. Шәнешке, вилка. Вилка. Теге шәнешке азатныкы, Гөлнараның шәнешкесі тәлинке өстендә. Бу кыйма мәктәпнеке, мәктәп кыймасы биек булырга тиеш түгел. Та вилка азата, да. Да. Да, вилка азата, хорошо. Гөлнараның шәнешкесе тәлинке өстендә. Вот, например, если вы, другой способ, да, тегет шәнешке азатның. Понятно, да?
тоже будет вилка азата. То есть двумя способами можем это сказать. И оба способа будут верными. Вилка Гульнары на тарелке, да. Гульнараның чәнечкесі. Ага. Так, бұл қима мәктәпнікі. Как будет? Бұл қима мәктәпнікі. Вы можете также сказать бұл қима, бұл мәктәпнің қимасы, например. Так тоже будет правильно. Видите, немножко порядок слов меняется. Бұл мәктәпнің қимасы. А в данном случае, видите, мәктәпнікі будет в конце предложения. Немножко меняется порядок слов предложения. Вот. Но оба варианта верными. Точно описывают, что притяжательность. Да, это забор школы. Мәктәп қимасы биік булырға тиеш түгел. Тиеш должен. Если вы забыли, тиеш это должен. Ну, как мы знаем, никто никому ничего не должен. Так. Альбина, вам понятно? Что-то вы этот как будто отстранились. Так, сейчас смотрят 4 человека. Кто еще третий? Или четвертый? Я так подозреваю, один это мой ноутбук. Школьный забор не должен быть высоким. Угу. Ничего страшного. И так тоже хорошо. Так, летаю я. Угу. Дальше. Минем даруым балы, синікі, менікі ашы. Угу. Ну, медовые, недословно уж получается, сладкие обозначает. Баллы. Мы же знаем, что мед, он какой? Сладкий. Баллы, это значит такой, да, может и как медовые, оно и может быть и, как бы сказать, в двух значениях. Баллы, это еще сладкий обозначает. Вот прям приторный сладкий. Баллы. Угу. Так. Угу. Мое горькое, правильно. Да, мое сладкое, твое горькое. Что это такое? Так, Алша, да. А я вам тоже говорила это, по-моему. Алша, возьми же. Пожалуйста, возьми же. Угу. Бирше, алше, титше. Ну, это вот как бы ты прям спрашиваешь, выпрашиваешь. Возьми же, возьми-ка. Понятно? Вот у нас же есть в русском языке вот это не окончание же. Возьми-ка, сделай-ка. Понятно, да? Пойди-ка, выучи-ка. Вот это то же самое. Угу. Угу. Знакомы? Да. Тут мяч возьми. Наш? Да. Юг біздің топ іске астында. Ага, правильно. Видите слово? Обратите внимание. Эскамия. Тоже похоже на скамья, да ведь? Бусы, монысы, күршілернікі. То есть бусы, монысы, күршілернікі. Бусы, монысы, күршілернікі. Этот соседский.
у соседей, да, получается? Хорошо. Справились же? Справились. Отлично. Тоже так, сейчас самопроверку стикшеру. Та вилка азат на тарелке. Это забор школы. Забор школы не должен быть высоким. Мое лекарство сладкое, твое мое горькое. Дай, пожалуйста, тот мяч. Наш нет, мяч, наш мяч под скамейкой. Это соседский. Понятно, да? Поняли? Хорошо. Теперь наоборот. Сможете? Справитесь? Возвращаться. То есть это те же самые предложения, просто в разброс даны и попробуйте просто перевести. Немножечко сложнее. Этот забор школы. Ребят, а если вы, например, на КНК для вас тяжеловато или вы как-то не любите, вы можете просто классическую версию. Не? То есть как мы и учили. Но оба варианта вы должны знать, чтобы не этот, понимали, о чем идет речь, чтобы не говорить, что за НК еще, да? Справляетесь? Да, bu кыйма мәктәпнең. Но будет лучше, конечно, bu мәктәпнең кыймасы. Яме? Кемнең нәрсәнең? Мәктәпнең. Бу мәктәпнең кыймасы. Порядок слов все-таки будет так правильнее, яме, Регина? Бу мәктәпнең кыймасы. Вот так вот. Бу мәктәпнең кыймасы. Кыймасы. Все-таки порядок слов предложения в русском языке, он не играет особой роли, да, там, не меняется смысл, не меняется там что-то, да, а вот в татарском языке это все-таки на это внимание нужно обращать. Яме? Маңа игътибар бирергә кирәк. Чөнки бу бик мөһим. То есть это очень важно. Так, бу кыйма мәктәпнеке или просто бу мәктәпнең кыймасы. Забор школы не должен быть высоким. Так, мәктәпнең кыймасы биек булырга тиеш түгел. Отлично. Регин, вот вообще без претензий. Молодец. Дай, пожалуйста, тот мяч. Наш? Нет, наш мяч под скамейкой. Это соседский. Можете? Милана? Регин все не отдувается. Азат, салям. Угу. Да, ты туп. Туп на туп еме. Вот именно тот мячик, видите, указательное местоимение. Ой, да, тот. Поэтому будет окончание тоже вот этого падежа. То есть мы же точно указываем именно конкретно имеем тот мяч. Поэтому будет тиге туп на еме. Туп на. Туп на. Теге топны алшы. Безнекеме? Юк. Юк. Безнекеме? Так. Дальше. Әйдәгез.
Я тут подумала, даже вот эти презентации надо максимально делать простыми, оказывается, да, чтобы было для восприятия попроще, мне кажется. Ёп, безумно тупоское место, да. Я вот сама, чтобы меня ничего не отвлекало, я вот так вот люблю. Угу. Әйе. Бог шляпника. Әйе, та вилка азата на тарелке. Та вилка азата на тарелке. Ничего керек болар екен. Ой, у нас дождь идет. Тіпті яңғыр яғады. Міне дұрысыңын aytganda біздің бит инде 2 дәрес кенә калып бара име. Миңа шундый моңсу. Мне так грустно, что я с вами расстаюсь. Я очень надеюсь, что сез яңа потокта да безнең белән булырсыз дип, что вы еще раз захотите пройти. И, в принципе, вы же можете неограниченное количество раз проходить. Вилка чайночки. Чайночки. Как сказала бы Мишарка Диляра. Но я учительница, поэтому скажу чайночки. Чайночки. Вот как раз приеду я с лагеря, и начнется у них продолжающий поток. Тоже можете вообще присоединиться без проблем. Мин бигшот кана было шахну. То есть мы можем еще раз пройти вот эти. Тешенишки азатныкы да. Да, или тешенишки азатныкы. Просто так вот. Вилка азата на тарелке. Азатна. Шанышкысы. У нас всегда в учебниках татарского языка, когда мы, там, в начальных классах учились, да вообще везде для примера приводились 2 имени. Это Азат и Алсу. У меня были одноклассники Азат и Алсу. Я так им завидовала, что в любой книжке всегда в примере приводятся их имена, а мое имя они не употребляли. Но они же сам такие в написании простые имена, поэтому в примере я тоже взяла, у нас тем более Азат есть. Вот. Да, вилка Азата на тарелке. Ничек булар икән? Как будет? Вилка Азата на тарелке. Yazarız Да. Минем дару балы, синики, миники, аще. Просто аче. В конце, яма? То есть вилка азат на тарелке, вилка азатның чәнешкесі, тәлинке үстінде, яма? Это тоже. Ничего страшного, посвящение будет. Все. Я рад видеть. Хорошо. Тоже күз белән генә җыртып чыгарыз, глазами пробежимся. Бу кыйма мәктәпнеке, мәктәпнең кыймасы бик булырга тиеш түгел. Теге тупны алчы безнекеме? Юк, безнең туп эскәмия астында, бусы күршеләрнеке или монысы. Теге или бу, можете сказать, в принципе, тоже будет правильно. Теге чәнечке азатныкы, азатның чәнечкесе тәлинкә өстендә. Минем даруым балы, синеке, минеке ачы. Все хорошо. Так. Теперь смотрите. Так, мы сейчас успеваем. Сейчас я кое-что только посмотрю. Давайте вот так успеваем, в принципе. Так, давайте сейчас пройдем. Я вам прочитаю этот текст и попробуем поотвечать на вопросы. Хорошо? Так, Булат минем якын танышым. Ул бу айда ял йортында булган. Шушы көннәрдә ул Казанга кайткан. Ул безне бик сагынган, шуңа күрә аның хәзер үк безгә киләсе килгән.
Ул безгә шалтыраткан, ләкин без өйдә булмаганбыз. Ул минем эшемә шалтыратырга тырышып караган, ләкин телефон эшләмәгән. Шуның өчен ул тиз генә җыенган һәм минем эшемә киткән. Ул мине анда күрүенә ышанган. Ә мин ул вакытта больницада идем. Егылып кулымны сындырдым. Урамда Булат әниемне очраткан. Әнием аңа бөтенесен дә сөйләгән. Ул больницага барган, ләкин инде соң булган. Аңа больницага керергә рөхсәт ителмәгән. Шуның өчен ул минем тәрәзәмә таш ыргыткан. Мин моны ишеттем дә тәрәзәгә карадым һәм аны күрдем. Такой немножко странный текст. Булат — это мой лучший друг. Он в этом месяце ездил, ну, как бы сказать, в дом отдыха. В эти дни он вернулся в Казань. Он по нам очень соскучился, и поэтому он в тот же миг захотел с нами увидеться. Он нам позвонил, но нас не было дома. Он постарался позвонить ко мне на работу, но телефон не работал. Поэтому он быстро собрался и пришел ко мне на работу. И убедился, что меня там нет. А я в то время был в больнице. Я упал и сломал руку. На улице Булат встретил мою маму. Мама ему все рассказала. Он пошел в больницу, но было уже время позднее, поэтому его не пустили. Поэтому он бросил камень в мое окно. И я это услышал и подошел к окну и увидел его. Вот такая вот история. Теперь попробуем поотвечать на вопросы. Хорошо? Сейчас так вот глазком пробежимся, и я сейчас вернусь к текстику. Так, давайте попробуем поотвечать на вопросы. Булат кем? Напишите мне, пожалуйста, Реген, напиши, пожалуйста, Булат кем? Булат кем? Я вас учила, как правильно отвечать на вопросы. Просто вместо вопросительного слова вы просто пишите ответ. Булат кем? Как вот мы ответим? Кто такой Булат? По тексту. Кто такой Булат? Булат кем? Текст плохо понятно было. Вот мы сейчас разбираем его. Так. Текст прям плохо понятно было. Вот, смотрите. Булат минем якын танышым. Близкий, таныш булык. Будем знакомы. То есть это мой близкий знакомый, близкий друг. Угу. Булат кем? Хорошо. Минем якын танышым. Хорошо. Так, следующий вопрос. Следующий вопрос, это получается... Сейчас, секундочку. Ул бу айда қайда булган? Он где был в этом месяце? Да, наверное. Я вам еще завтра подготовила на завтрашний урок. Просто я в этот уже не втиснула. Слишком много информации сегодня. Список самых распространенных глаголов с переводом я вам отдам. Этот список вам тоже будет намного проще. Бул, бу, айда, кайда булган. Просто вместо кайда. Вы можете просто писать вместо кайда. Хорошо? Не надо все предложение писать, чтобы экономия времени была. Можете сразу писать кайда. Отвечать на вопрос коротко. Бул, бу, айда, кайда булган. То есть он в этом месте, где был. Альбина, а вам текст вообще непонятен был? Или что-то все равно общий смысл уловили? Я вот, например, английский плохо знаю, но вот когда я вот текст читаю, я какой-то все равно смысл общий улавливаю. Ага, да.
Ял йортунда, это значит в доме отдыха. Все, отлично, молодцы. Так, алға таба кеттік. Ол Қазанға қашан қайтқан? Қайчан қайтқан? Он когда приехал в Казань? Главное уже общий смысл уловить. Ребят, я вас больше учу конструкции строить, как правильно разговаривать, как правильно вот это все употреблять. Вот этот, получается, лексику, да, чем больше слов, это уже вы можете найти где угодно. А вот ту информацию, которую я вам даю, как вот это все воспринимать, как строить предложение, она не везде есть, понимаете? Это невозможно вам дать все-все-все, вот получается лексику максимально. Но я постараюсь, все равно вам буду давать. Хочется все-таки все равно, чтобы вы знали основы, как все преобразуется, как что с чем строится, чтобы у вас проблем не было в этом плане. Чтобы вы понимали рецепт татарского языка. А ингредиенты, это слова, вы уже можете докупить, ну, имеется в виду, в интернете посмотреть, в книжках, ну, я уже так сказала, образно докупить, добавить где-то, да, собрать. Да, шушы көннәтә. Ул сезне сагынганмы? Ул сезне сагынганмы? Ул сезне сагынганмы? Он по вам соскучился? Мгм. Очень правильно. Вот же уже умеете улавливать. Так, аның сезгә киләсе килгәнме? Киләсе килгәнме? Килгәнме? Аның сезгә киләсе килгәнме? Мгм. Просто напишите. Он к вам хотел прийти? Да, нет. Напишите, да? Тут уже не имеет смысла писать большим предложением, потому что в тексте об этом информации очень мало. Эйе, дәрес. Ну, вы можете, конечно, развернутый ответ. Эйе, анам бізге келесі келген. Ну, можно просто эйе. Краткая сестра таланта. Ол шунда ук нәрсе эшләгән. Нәрсә эшләгән. Ул шунда ук нәрсә эшләгән. Мгм. Ул шунда ук нәрсә эшләгән. Что он сделал в этот же момент? Вот он захотел же к ним прийти. Что он сделал для этого? Что он сделал? Вот он же захотел увидеться, он соскучился по вам. Что он сделал, Влад? Что предпринял? Предпринял. Угу. Хорошо. Дальше. Кулығызға не болды? Кулығызға не болды? Так. Бізге шалтыратыра тұшқыра. Правильно же, Альбин? Просто, да. Шалтыратырға. Ну, там немножко буковки перепутались, но это не так. Угу. Что случилось с вашей рукой? Что случилось с вашей рукой?
Қолыңызға не болды? Что случилось с вашей рукой? Айе. Отлично. А говорите, не понимаете. Понимаете вы все. Прикидывайтесь просто. Шуточка, шуточка. Так. Булат урамда кімні ұшыратқан? Булат урамда кімні ұшыратқан? Ұшыратқан. Булат урамда кімні ұшыратқан? Булат урамда кімні ұшыратқан? Әнемні ұшыратқан. Әйе, хорошо, отлично. Вот же, хорошо у вас все получается, здорово. Теперь алгатага киттік. Следующие вот эти причастия, это вам на дальнейшее изучение. Булган, то есть это значит дельный, толковый, хватки. Да, әнемні ұшыратқан. Әнемні только, яна? Кого именно? Маму. Так, булмаган, это значит беспомощный, бездарный. В другом понятии я вам даю. То есть булмаган или пшмяган говорят, типа, какой-то ты несобранный, бездарный. Иленмаган это холостой, не женатый. Иленмаган это именно по отношению к мужчине. Диген это по имени так называемый. Например, Казан, Диген, Шахар, город под названием Казань. Понятно, да? Вот эти новые слова. Так, это уже будет вам на домашнее задание. Тәржімәйтерге вот эти штучки. Это все вот, получается, мы на прошлом уроке проходили. Помните, кемдер, каядер. Вот эти дер окончания добавляли на прошлом уроке. Точнее, это было вчера. И вот эта практика поэтому будет. Это будет ваше домашнее задание. Хорошо? Ой. Вот. Ой, так, сейчас я свет включу. Так. Мне очень понравилось. Вот вы сегодня вдвоем работали. Регина, конечно, больше. Но Альбина, тебе скидка. Вот. Хорошо поработали, несмотря на то, что у нас было сегодня мало. Минбик шал, Минбик канарацина. Я очень довольна и действительно, я действительно довольна вами. Я вижу уже все равно результаты, прогресс. Я не знаю, видите ли вы, но я его вижу. То, что вы все равно переводите, вы все равно понимаете общий смысл. И это очень круто. Бұл бик мені қуандыра, һәм бик мені шатландыра. Так, иртәгә дәрес безнең 18:00-да. Вот, безнең бүгенге бұл 18-нче дәрес, иртәгә 19-нче. И она следующий урок, как обычно, 19:00 будет, яме? Последний урок. Хорошо? Әйе, Регина, субханалла. Так, рәхмәт сезгә барыгызга да бу дәресне минем белән кергәнегез өчен. Отдыхать ездили? Круто. Ну так завидую вам, я тоже хочу. Ярар. Бик зур рәхмәт. Если хотите присоединиться, я вам тоже ссылку отправлю на вот сейчас, который будет урок. Да, завтра 18:00 и 19:00 вот этот 4-й поток. А еще, ну, послезавтра уже 19:00 будет, как обычно. Хорошо? Ярар. Бик зур рәхмәт барыгызга да. Иртәгәгә кадәр можете сейчас тоже переключиться на следующий урок. То есть он будет 19:00. Хорошо? Я вам ссылку отправлю в группу. Так, по традиции, сау булыгыз, рәхмәт.